Основа выверки. Ну что, погнали? Выверка АК-47. Ну или АК-74. Процесс одинаковый, когда дело доходит до открытого прицела. Если вы гоняете с оптикой на своем оружии, то вам следует, очевидно, использовать инструкции производителя. Сделаем и то, что я перейду в хорошую жесткую позицию лежа. Как мы это делаем? Ну для этого мы просто поставим оружие на одну линию с мишенью. И причина, по которой я первым ставлю оружие, то это если вы новичок и никогда раньше этого не делали. Просто установите оружие вниз. Вы увидите, как снайперы это делают. Они раскроют сошки, поставят оружие вниз. И, собственно, они перейдут в позицию упор лежа за оружием. И спустятся вниз. И то, что я сейчас сделал, так это автоматически выстроил натуральную точку прицеливания с позвоночником и оружием на одной линии относительно мишени. Так что теперь, когда я помещусь за оружием, и я начну стрелять группой по 5 или по 3 патрона, как вам больше нравится, я предпочитаю 5. Таким образом, оружие даст отдачу, и мое тело компенсатор отдачи для циклирующего затвора. Теперь, традиционно, позиция изогнута в сторону вот так. Проблема с этим, особенно с калибром 7,62, которым является эта пушка, что вся энергия переходит в мое правое плечо. Так что, когда я стреляю, скорее всего, оружие будет двигаться, и мне придется двигать оружие силком и вводить поправки мышцами, стрелять снова, поправлять, выстреливать, поправлять. Нам этого не надо. А надо выйти на одну линию с пушкой. И произойдет то, что с вашей левой рукой спереди и прикладом в правом плече, это даст небольшой изгиб в теле, но приклад будет смотреть почти вовнутрь правого колена. И это основное правило большого пальца для позиции лежа — быть за ним. Теперь поговорим о точках соприкосновения. Точки контакта — одна из важнейших частей позиции. Очевидно, сейчас мое тело приземлено вместе с оружием, так что это, очевидно, одна точка. Но говоря о руках, где здесь руки? Я схвачу цевьё калаша, и переходя к локтю, в моем случае к левому локтю, моей вспомогательной или контролирующей руки, я оставлю ее на земле. И это точка контакта. Переходя вокруг и смотря на приклад, я стреляю с АК так же, как с АР. Я оберну, или снайперской винтовки, я оберну плечо вокруг приклада. И он сидит невысоко в плече. На самом деле он внизу, внутри плеча. И давление в него под углом 45 градусов, вот здесь, идущее из моего плеча сквозь приклад. Так что я запираю его таким образом. Я не прямо за ним. Я давлю вот так. Так что происходит то, что с моим нижним давлением вспомогательной руки, идущим вниз, или просто хорошим ухватом, и этим создает противоположный баланс. Дальше происходит то, что правый локоть, очевидно, на земле, и также у меня есть рукоятка. Последняя точка контакта — это магазин. Если ваш АК сделан по ГОСТу, он будет стрелять с магазином на полу. Я видел, как множество из них, если ты добавишь переднего давления на магазин, или заднее давление, он может перестать подавать, потому что приемник уже израсходовался. Так что проверяйте свою винтовку. Если винтовка работает лежа с давлением на ней, а она должна, вы должны смочь давить на нее и стрелять. Если нет, то ваша пушка не по ГОСТу. Так что в таком случае мы притащим рюкзак или что-то, чтобы положить. И что мне хотелось бы, я не хочу просто поднимать оружие с земли и силком выверять пушку. Я хочу установить ее, успокоить и использовать все основы с все еще хорошим ухватом на пушке, чтобы получить хорошую кучу. Так что вот как это будет выглядеть. Она покоится на форме. Так что пока она покоится здесь, я могу либо зажать оружие передней рукой, или я могу убрать ее назад. Так что это личное предпочтение, что из этого делать. Убедитесь, что оружие под контролем, чтобы оно не прыгало с рюкзака. Это ключ, который надо запомнить. Теперь поговорим, переходя к туловищу. Вы видите, что мои ступни немного разбросаны. Мои носки вкапываются в землю, а мои пятки плоские. Они не в воздухе, потому что когда идет отдача, что происходит? Вы видите, когда я мотаю ступней, это транслируется на ствол. Так что я хочу их сплющить, чтобы сплющить траекторию, сплющить отдачу. Так что теперь волна идет вниз, и она не возвращается в ствол. Это энергия против энергии. Энергия переходит в мое тело
Она останавливается и возвращается как волна. Это вызывает столкновение двух энергий, которые могут вызвать ошибку на дистанции. Так что теперь я хорошо выставил свое туловище.